Всем привет! Мы снова находимся за рулем Hyundai Bayon изысканного цвета, бирюзовый под названием Aqua Turquoise Metallic. Мы едем по новому Бакаду, великолепная трасса. Едем мы в сторону гор, в сторону Талгара, Тургеня. Посмотрим, куда нас сегодня сможет довести этот кроссовер. Так, ну что, мы подъезжаем к повороту на Тургень. Последняя заправка перед Тургенем. Соответственно, если нужно заправиться, то знаете, здесь она будет последняя, дальше уже цивилизация будет помаленьку от нас отставать. Пока был только асфальт, повторюсь, но мы едем вверх. Мы доехали до экопоста. Сейчас купим билетики и поедем дальше. Я, кстати, помню, что тут можно было даже безналом оплатить картой. Обожаю вот этот серпантин в Тургенском ущелье. Здесь ты реально работаешь рулем. У нас тут 100 сил, 134 момента. И многие говорят, а как она вот в горах будет? В порядке себя чувствует. Наоборот, чувствуется, слышно, как трудится. Тахометр он у меня ходит и в зону F4, и в зону 5. Понятное дело, в горах воздуха меньше. И, соответственно, мы переходим просто чаще на пониженные передачи. По крайней мере, автомат сам это делает. В какой-то момент я вот могу еще перейти в мануал и уже подергать коробку и уже прям услышать, как мы себя там чувствуем на второй, как мы себя чувствуем на третий. Но в целом автомат нормально чувствует, когда нужно переходить на пониженные. Так что Bayon в горах, в условиях горного ландшафта, ну вот, по крайней мере, здесь и сейчас, чувствую себя в порядке. Но мы едем выше, выше. Посмотрим, докуда дотянем. Съехали мы с асфальта, продолжаем движение вверх. Тут уже грунтовка, скальник, местами очень острый. Наверное, здесь мы уже перейдем в мануал. И сейчас будем смотреть, что у нас по геометрии идет. Потому что при поднятии в носы вот пошли вот эти первые скальники, которые надо не пропускать. Межколеса лучше бежать, потому что клиренс мы еще сейчас выйдем, замерим, когда совсем сложная геометрия начнется, чтобы понять, вообще нам позволит бампер сегодня подняться на осы или нет. Но пока вот вроде даже местами что-то подобтесали, тут пока идешь, грубо говоря, как на дачу едешь. Двигаемся, пока нам хватает переднего привода. А это переднеприводный кроссовер. Да, ландшафт тут, конечно, желательно полный привод, колеса пробуксовывают. Идем в горку. Но главное не это. Главное то, что когда вы собираетесь на осы или в труднодоступные участки подобные, да, особенно в горы, то надо понимать, что сотовая связь там не будет работать. И поэтому лучше, конечно же, кого-то предупредить, когда вы туда отправляетесь. Чтобы если вдруг в случае чего не будет с вами долгое время связи, люди хотя бы знали, куда вы поехали. Поэтому это прямо пункт обязательный. Эх, я не знаю, мы сейчас больше пробуксовываем на шинах Continental, чем едем. Поэтому посмотрим. Шину на шоссейной, понятное дело, вообще не для этого.
Поэтому будем смотреть, если где-то пойдет уже прям совсем сложно, то, не знаю, будем возвращаться. Потому что, ну вон, мы буксуем и как-то помаленьку продвигаемся. Но скажу то, что Байону хватает геометрии здесь вообще без проблем. Мы ни разу нигде не цепанули, и я вижу, что и не цепанули бы. Потому что все-таки клиренс тут позволяет. Сейчас остановимся и замерим его. Знаете, еще все осложняется тем, что дождик пошел, и камушки-то тоже мокрые. Не скажу, что это прям идеальное сегодня у нас сравнение. Но она показывает нам 210 миллиметров, то есть 21 сантиметр. И я считаю, что это вполне достаточно, чтобы, ну вот, по сложным каким-то скальникам аккуратно проползти. Нет, понимаете, сейчас дождь пошел, и каждый камень, вот он весь мокренький. У нас привод передний, геометрии нам плюс-минус хватает, но когда мы разбуксовываемся, нас может чуть-чуть понести где-то, и можем, вот, допустим, сбоку, да, припечатать колесо. Поэтому с этим дождиком в этот раз Байон до сов не доехал. Когда вы понимаете, что дальше может быть небезопасно, а это сейчас выглядит именно так, потому что еще и по этой глине потом с осов спускаться будет очень сложно в такой-то дождь, который тут все зальет. Сразу, когда вы это понимаете, сразу разворачивайтесь, ничего страшного, в следующий раз вся жизнь впереди, и у нас, как бы, и у этого Байона. Возможно, кто-то скажет: Роман, это фейл, ты не заехал на осы. Соглашусь, но мы руководствовались только холодным расчетом и вопросом безопасности. В такой дождь мало того, что колеса излишне буксуют, так и камнепад вполне себе реален. Поэтому давайте так, попробуем еще раз в сухую погоду, обсудим с представителями бренда, возможно ли поставить на Байон 16 колеса с более высоким профилем шин, и возможно установим железную защиту картера. Это как раз и поднимет наши шансы и вопрос безопасности. Если вам это интересно, то ставьте лайк и пишите в комментариях, что хотели бы увидеть Байон на плато осы.